Жесткая и беспощадная борьба с коррупцией стала одним из главных направлений государственной политики президента Садыра Джапарова. С первых дней своего президентства глава государства обозначил этот вопрос как приоритетный. Президент неоднократно отмечает, что без искоренения коррупции невозможно обеспечить устойчивое развитие страны. Все граждане, подозреваемые в коррупционных схемах, обязаны понести наказание в рамках закона. Государство, в свою очередь, предпринимает все меры по возмещению ущерба, нанесенного коррупционерами. Все имущество коррупционеров будет конфисковано. Такие требования относятся и к незаконному обогащению. Все чиновники, которые незаконным путем приобрели большие особняки и крутые машины, также ответят перед законом. Под руководством президента Садыра Джапарова для выявления и наказания виновных в коррупции были разработаны масштабные антикоррупционные кампании и целый стратегический план. На их основе правоохранительные органы и спецслужбы выявляют множество коррупционных схем, когда чиновники злоупотребляют должностными полномочиями и похищают бюджетные средства. Государству удалось вернуть в бюджет миллиарды сомов, ранее выведенных незаконным путем. Декларативно до 2020 года она проводилась буквально разовые задержания. За последние 4 года мы практически каждый день идут задержания. Раскрыты все коррупционные схемы во всех органах власти. И те, которые были причастны к этим коррупционным схемам, руководители, бывшие премьер-министры, в конце концов даже по месторождению Кумтор, бывший президент, они привлеклись к ответственности и понесли наказание, законное наказание. Это о чем говорит? О том, что все-таки у нас есть уверенность в том, что мы сможем в будущем победить коррупцию. Вместе с тем руководство страны активно взялось за реформы, которые минимизируют возможности для коррупции. Это цифровизация госуслуг, повышение прозрачности работы госструктур и усиление общественного контроля. Наряду с этим с начала этого года в стране заработал новый закон об ужесточении мер в отношении коррупционеров. Теперь их будут сажать в тюрьму. Если, допустим, раньше многие коррупционеры, которые были задержаны решением суда, они оплачивали просто определенный штраф и выходили на свободу, и по истечении 2-3 лет они могли обратно занимать ту или иную должность, на которой они раньше работали. И то сегодняшний день, в первую очередь, значит, они уже больше не могут работать на гос- и муниципальной службе. У них нету такой лазейки такой законы, оплатить штраф и дальше работать. Допустим, они обязательно должны будут пройти наказание, которое им будет судом определено. И также их близкие родственники не смогут занимать государственную муниципальную службу. Садыр Джапаров неоднократно заявлял, что борьба с коррупцией – это не временная кампания, а долгосрочная цель, которая должна построить честное и справедливое общество. Эксперт отмечает, что сейчас государство движется по этому маршруту и оценивают работы команды главы государства результативной. Была и политическая коррупция, и такие бытовые коррупции, и государственные коррупции и так далее. С приходом Садыра Джапарова, естественно, были большие изменения в связи с тем, что он взял политическую волю. Его команда нацелил команду на то, чтобы беспощадно бороться с коррупцией. Естественно, мы видим результаты, народ видит, средства массовой информации, все такие очень крупные скандальные коррупционные схемы были разоблачены. Руководство страны продолжает вести работу по укреплению верховенства закона и созданию условий для экономического и социального процветания, где коррупции не останется места. Ахмер Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.